Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу ЕТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, і в різних країнах світу, де люди не байдужі до того, що відбувається в Україні, до нашої війни, яка насправді є війною за людство, за свободу, за всіх, і в тому числі за країну, з представником якої я зараз на зв'язку, і ви вже його бачите. Це, я не знаю, як правильно сказати, політичний оглядач, аналітик, ведучий YouTube каналу. Ну, головне, що чесна людина, Гела Васадзе. Привіт. Селям, дякую за запрошення. Слава Україні. Героям слава. І одразу просто до новини, на яку ніхто не чекав, в принципі. Ну, принаймні, я не чекав. Ой, я прийду тоді на трофейну мову, щоб простіше тобі було. Никто, как душ какой-то с неба холодный или горячий кому, решение России вычеркнуть Грузию, твою страну, значит, из списка недружественных стран, таким образом открыв возможность для упрощенного получения виз, которые были все эти годы с 2008 года, да, как я понимаю. Вот. И главное, это возможность открыть прямое транспортное сообщение, то есть самолеты, поезда там и так далее. Вот. Мы все, конечно, были немножко озадачены. Я думаю, что у вас тоже это было, хотя не знаю, скажешь, неожиданно или нет. Вот. И что это вообще такое? Вот с чего начать разговор, говоря об этом странном событии на фоне геноцидной войны России против Украины? Давай начнем с уточнений. Значит, во-первых, Грузия пока еще не исключена из списка недружественных стран. Это исключение происходит в концепции национальной безопасности, стратегии национальной безопасности. И там мы присутствуем достаточно, как влитые. Теперь, что касается безвиза. Визовой режим был введен не в 2008, а в 2001 году. В 2001 году это времена Эдуарда Шеварднадзе. Если ты помнишь, конечно, ты помнишь. Вторая Чеченская война. И тогда русские, и конкретно Путин, именно Путин, потребовали следующее. Ребят, давайте-ка мы введем свои войска российские в Панкисское ущелье. Панкисское ущелье – это очень небольшой, в общем-то, регион Грузии. Это не регион, даже это как бы район Грузии. Именно ущелье, где проживают кистинцы, это наши чеченцы. То есть у них и фамилии грузинские, ну как грузинские, с грузинскими окончаниями. Они говорят, прекрасно владеют грузинским языком, то есть мы с кистинцами живем 1000 лет. Рядом, бок о бок, вот они живут по эту сторону хребта, то есть в Грузии, соответственно. И понятно, что у них связи, родственные связи с Чечней. Чеченцы, да? Понятно прекрасно, что беженцы, кстати, очень много беженцев было в Панкисском ущелье, реально бежали от войны люди. Ну вот русские решили их и там нагнать, там устроить лагерь и так далее. Ну, Шеварднадзе, конечно же, сказал нет. При всем при этом, не будем забывать, что Шеварднадзе мог говорить нет. Особенно Путину, да и Ельцин мог говорить нет. Он сказал нет, в итоге Путин решил Грузию наказать и ввести визовый режим. Вот введение визового режима было как-то действительно как гром среди ясного неба, потому что ну реально мы тогда зависели от России. Тогда еще не было ни газопровода, ни нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, ни газопроводов, вот этих южнокавказских газопроводов. Тогда не было, фактически в Грузии не было экономики, было fail state. Дальше Шеварднадзе сумел навести элементарный порядок. Но дальше он же был секретарем ЦК и был министром иностранных дел СССР. Он не мог создать современное государство. За что мы ему благодарны, так это за то, что когда после ГБшного переворота, который устроила Гебиев в Грузии в 1991 году, по Грузии бродили банды. Да, он пришел и довел элементарный порядок, а в силу того, и он прикинул. Гела, что-то проблемы какие-то, секундочку, в силу того ты сказал, и дальше звука не было, что-то, какой-то сбой связи, повтори, пожалуйста. В силу того, что он имел очень хорошие связи на Западе. Практически все лидеры тогдашнего мира западного были его близкими друзьями.
госсекретарь США, президент США, тогда он был вице-президентом, потом президент Джордж Буш-младший и так далее. И он вместе с Гейдаром Алиевым, еще один, ну, скажем так, эпохальный человек для Южного Кавказа и для своей страны, конечно же, тоже. Он, соответственно, решил сделать такую вещь, чтобы азербайджанская нефть Каспия шла в обход России через Грузию. Его взрывали, его пытались убить, его дважды взрывали его. В августе 96-го и в феврале 98-го года. Оба покушения были неудачными. Кстати, второе покушение было неудачным, потому что ему Коль подарил бронированный Мерседес. В него в муха ударили по Мерседесу, Мерседес выдержал удар мухи, прикинь. Но в общем, но при всем при этом все равно были связи с Россией. Но ты же понимаешь, что это еще 10 лет не прошло после развала Союза. Были экономические связи. У нас не было ни виза, ни режима свободы торговли, ну ничего не было с Европой. С Турцией были связи с Россией. Ну вот перекрыл Путин, и это было действительно болезненно. Что произошло дальше? 22 года у нас был визовой режим в России. Вот лично я, который последний раз был в России в 99 году, в сентябре сказал себе, что я пока виза в Россию не ногой. И не ездил. И так было очень. Я тебе скажу так, что на трофейной мове сегодня в Грузии не разговаривает не только молодежь. Не разговаривают даже люди вот моего нашего поколения. А знаешь почему? Забыли. Просто не пользовались, забыли. То есть русский язык перестал быть нужным. Можно было получить визу в Россию? Можно было. Возле посольства России, а потом возле швейцарской секции интересов России. В общем, короче, там такие же шпионы сидели российские, как и А сейчас Я, сидят. я помню, да, там это было, Швейцария представляла Грузию, да, консульским Сейчас тоже, образом. сейчас тоже представляют. У нас же нет дипотношений. Так вот, стояла маршрутка. Вот это действительно маршрутное такси, микроавтобус. Куда ты заходил, давал или там 250-300 долларов. И говорили, приходи завтра, на следующий день. Приходил человек, ему давали визу. Ну, естественно, там он официальную пошлину все платил, там, но 250-300 долларов сверху он давал. Мгм. А тогда это были большие деньги. Ты же помнишь, это же в нулевых годах это достаточно серьезная сумма. Это сейчас уже 300 долларов не такая сумма, которая была в нулевых. Это где-то в 3 раза больше по покупательной способности. Теперь прикинь общую ситуацию. Общая ситуация такая была, что мы привыкли к тому, что у нас нет, у нас визы в России, ну и в болото. А Мгм. потом мы получили безвиз с Европой. И долго ржали. Потому что безвиз с Европой, ну... Знаешь, какая, кстати, одна из самых распространенных реакций в грузинской сети по поводу отмены безвиза? Да не хочу я ехать на экскурсию в Саратов. Ехать на экскурсию в Саратов. И вот смотри, в этот момент, и сейчас они отменяют этот самый бизнес, про который уже все забыли, который, ну нафиг никому не нужен. Почему? Почему вдруг Путин взял и отменил? Путин, заметь, могло быть постановление правительства, могло быть, ну там какой-нибудь там указ Министерства иностранных дел, а тут лично Путин это делает. Для Мгм. чего? А смотри, что произошло. 2020 год. Рассказ следующий. В Грузии власть, которая притворила себе тащую, не отсвечивает, не беспокоит Россию. И там мелкий шахер-махер, бизнес имеет, энергетика, еще что-то, еще что-то. Но, в общем-то, тишь да гладь Божья благодать. В Азербайджане очень сильное влияние, вплоть до того, что в Генштабе среди военных и так далее и тому подобное. Достаточно серьезное влияние России. В Армении оно монопольное. То есть в Армении просто нету даже зазора маленького, где бы не было бы русских. Везде. Есть определенная часть общества, которая уже Пашинян победил, которая говорит, ну, ребят, ну, это же невозможно. Нам всегда говорят, ребята, Карабах потеряйте и потеряйте
те территории, которые сначала типа оккупированы, а потом они сказали, что это тоже Карабах. Но сентябрь 2020 года начинается 44-дневная война, и в Армении абсолютно уверены, что из Москвы позвонят. В Баку скажут, что вы там насчет Карабаха затеяли? Ну или подгонят крейсер ракетный к берегам Баку и скажут, так чей там Карабах? Это не происходит. Вдруг неожиданно в Азербайджане меняется генштаба, начальник НГШ меняется. А парень был из Дербента. Дербентский азербайджанец. То есть Мгм. Россия. И приходят турецкие военные и выпускники, азербайджанские военные, выпускники турецкой военной академии. И они выигрывают войну. И Армения начинает понимать, что, ого, не так уж и железобетонна вот эта самая стена, которую построила Россия. Но все-таки русские в Карабахе, ну хорошо, там потеряли много чего, но статус-кво сохраним. Потом начинается февраль 2020 года. То есть о чем была речь? Речь была о том, что если бы случилось несчастье, и Украину все-таки бы взяли бы они, по их сценарию, нас бы слезнули бы просто в пакете. Причем это была бы такая, и создав мощную армию из, прежде всего, украинских солдат. Ну, я подозреваю, что там были бы и грузинские солдаты, и армянские, и азербайджанские, и еще многие другие. Ну, начали бы марш. Куда бы они бы начали бы этот марш? На восток, на юг или на запад? Неизвестно, но начали бы точно. То есть Россия бы возродилась бы как империя. СССР 2.0. Но в итоге-то получилось, что они жидком, ну, в общем. И ты же понимаешь, что ресурсная база и политические ресурсы России сразу же стали же сокращаться. Азербайджан сразу же этим стал пользоваться. Знаешь, когда первая активность была Азербайджана, такая серьезная активность по занятию и территорий, и по политическим этим самым, сразу после Харьковского наступления ВСУ. Мгм. Вот Харьковское наступление ВСУ вот буквально один в один сошло. Херсон оставили. Еще одна активность. То есть это сообщающиеся сосуды. Чем больше ослабевает Россия, тем больше наступает 9 мая. Вот 9 мая. Сначала они никого не приглашают, потом приглашают всех СНГ. Сначала ОДКБ, потом СНГ. Все едут, каждый едет по своим причинам. Я не знаю, ты смотрел парад или нет, я в силу профессионального интереса смотрел. Очень внимательно смотрел все кадры из Москвы. Я Как тебя он... как раз хотел спросить, вот главный вопрос это по вот этой российской милости и авиасообщению якобы, а второй вопрос был про парад как раз, ну продолжай, да. Да, как он ездил, с кем он встречался и так далее. И вот наступает вот этот момент. И я вижу, что СНГ есть. Даже Сардар Бердымухамедов приехал, молодой Туркменбаши. А Алиева нет. Да. Некоторые мои азербайджанские коллеги, при всем уважении, говорят, ну его не приглашали. Так не бывает. Так не бывает, потому что, конечно же, его не приглашали. Потому что помощник президента Путина позвонил помощнику президента Алиева и спросил, ну ваш-то приедет? Сейчас спрошу, вы поедете, Ильхам Гейдарович? Нет, наш не может, не поедет. Хорошо, тогда мы не будем высылать. Примерно такой разговор был. Говорят, Лукашенко приглашал его. Ну, почему тут Лукашенко? Но дело не в этом. Смотри, то есть это говорит о чем? А до этого 4 дня шли переговоры в Вашингтоне. Между кем? Между Арменией и Азербайджаном. То есть Вашингтонский трек конкретно Блинкен взял в оборот министра иностранных дел Армении, министра иностранных дел Азербайджана и сказал, вы договариваетесь, ребята. Они сейчас не раскрыли карты, они еще 14-го в Брюсселе встречаются, мая сейчас. Азербайджан Россия потеряла. Армения очень велика вероятность того, что тоже потеряет Армению. Почему? Потому что
Армения и Россия все эти 30 лет нужна была только как щит для того, чтобы сохранить Карабах. Ну, Карабах они уже практически потеряли. Все. Не нужна Россия. А уж возможности у армян на Западе получить с Запада и помощь, и все остальное гораздо больше, чем у азербайджанцев или чем у грузин. Это же факт. У них такая диаспора и такое все. Так? Остается Грузия. Что с Грузией происходит? А с Грузией происходит очень интересная штука, потому что там сидит правительство, которое за бабло. И, в общем-то, которое говорит так, ребята, мы хотим урбанизации Грузии. Что такое урбанизация? Чтобы было как у венгров. Чтобы мы были в Рамштайне, чтобы мы были кандидатами в члены ЕС, чтобы мы были там, аспирантами и НАТО. Ну, чтобы мы делали бабло на русских. Есть определенные есть, скажем так, моменты, которые говорят о том, что не то, что санкции ведут, санкции уже ввели. Ну, не против Грузии, а против конкретного олигарха, хозяина Грузии Бензина Иванишвили. Об этом, кстати, откровенно сказал недавно спикер грузинской мечты, фракции большинства. Сказал, а что 2,5 миллиарда заморожено у Иванишвили? Это что, не санкции? Э, Торгуются до невозможности с Западом наши власти. И вот смотрите, что происходит в этот момент. Путин издает указ, где говорит без виз и отмена авиасообщений. По авиасообщениям, чтобы наши зрители знали, авиасообщения то вводились, то запрещались, но последний раз был запрет на авиасообщение, причем такой громкий, после ночи Гаврилова. Это когда народ, не правительство, народ с санными тряпками прогнал этого православного коммуниста Гаврилова. Кстати, после этого очень жестко разогнали же людей. Там Мгм. провокацию ставили и очень жестко разогнали. Но факт то, что я не знаю, ты помнишь такого, знаешь такого, слышал о таком или нет. Есть такой Мартынов, в пуле Кремля, политолог, типа еще кто-то. Не имел несчастья быть Вот, знакомым. вот на RTVI как раз в 2019 году, как раз после запрета на авиасообщения, он говорил, ну грузины же сейчас умрут с голоду без нас. Ну грузины же все, у них туризм кончился, авиасообщений не будет, туризм кончился. А что я ему сказал? Ой, счастье, что не будет авиасообщений. Когда они вводили блокаду торговую, у нас ВВП был двузначный рост. Это 2006 год. Когда они, значит, взорвали газопровод и сказали, а вы без газа остались. Азербайджан, кстати, в этот момент, и это нужно хорошо знать, и просто это нужно ценить, и об это нужно всегда проговаривать, и сколько буду уже, столько буду проговаривать. В этот момент Азербайджан, зима, сократил подачу газа своим районам и отдал Грузии. После этого сделали гениальный шаг, сделал Миша. Знаешь, что сделал? Он сказал, что, ребята, у нас тут не все районы газифицированы в Грузии. Но вот у Сокара есть газ. Давайте, ребята, газифицируйте и сами же продавайте газ непосредственно потребителю. То есть, кроме Тбилиси, а ну это, правда, треть рынка, в остальных местах они сами газифицировали и сами продают. Им это супер выгодно. Нам тоже, в общем-то, выгодно. А чего, блин? Налоги платит компания, какая разница? То есть, везде, где русские хотели навредить, они сделали только лучше. То есть, чем больше мы отрывались от них, самое плохое, что с нами случилось, это в 2012 году, когда они восстановили с ними торговлю, и что? Аффилированные с ними компании. Почему аффилированные с ними компании? Да потому что крыша нужна, чтобы с Россией работать. С Россией без крыши нельзя возможно работать. Аффилированные с ними компании, соответственно, начали работать. Теперь смотри, визы они отменили, но все смотрят на это и говорят, прямое авиасообщение, а вот тут есть нюанс. Тут есть важный нюанс, правда, наше Министерство экономики сразу же выскочило и сразу же сказало, вы что, мы ни за что, никогда на свете не будем принимать санкционные самолеты без лицензии. И я верю.
Так оно и будет. Санкционных самолетов под санкции авиакомпании не будет прилетать. Но проблема в другом. А наши не понимают, что бьют не по паспорту, бьют по морде. Формально вы будете соблюдать законы. Но сейчас и американцы, европейцы в меньшей степени, американцы в основном, они потребуют, ребята, это война. Или вы там, или вы там. Мгм. Если вы там, на той стороне экосистемы, то извините, ребята, тогда мы уже с вами будем разговаривать по-другому. И ты понимаешь, теряется весь смысл, потому что весь смысл в том, чтобы находиться и там, чтобы выполнять функцию, вот, свою роль в экосистеме. А если ты с той стороны, ты среди нищебродов самый первый нищеброд. Ну это же реально так. Так что будем посмотреть, будем следить, что наши власти еще учудят. Ну, ребята протестуют. А, да, они сейчас сразу же сделали социологическое исследование. Горби у них есть такой фонд, который ну, полностью под ними. 66% населения Грузии приветствует Мгм. отмену виз и это самое. Ребята, почему 67 написал Горби? Почему не 77? Почему не 97? Ну, какого хрена, блин? Ну, почему вы так скромничаете? Или, ну, я понимаю, когда я размазывал одного из наших экспертов пророссийских в свое время, когда он говорил миллион грузин в России. Ребята, какой миллион грузин в России? По переписи 120 тысяч. По переписи 120 тысяч. Кроме них, неофициально, то есть граждан Грузии 3 тысячи. Вот это все. Если мы берем всех выходцев за все время, вот эти 120 тысяч, плюс тех абхазов, которые уехали из Абхазии, тех осетин, которые уехали из Абхазии, тех, кто когда-нибудь какое-то отношение имели хотя бы отдаленное в Грузии, это около 200 тысяч. Какой миллион? Заметь, что в эти 120 тысяч входят и Акунин, и Басилашвили, то есть те грузины, которые просто с фамилиями, Мгм. понимаешь? Так вот, прикол-то в чем? Прикол в том, что ну, это не прикол, это трагедия, в общем-то. Когда об этом говорит твой министр иностранных дел, премьер-министр, то это трагедия, это означает... В общем, знаешь что, вот кто-то говорит, да, это он просто повторяет нарративы. Нет, они правда так думают. Они правда думают, что там миллион грузин. Ну не бывает такого. 5 миллионов была эта Грузия несчастная. 3,7 миллионов сейчас. Всего вместе с убылью населения за эти 30 лет. Вместе с оторванными территориями. Вместе с тем, что дофига народу уехало. И в Грецию, и в Италию, в Европу вообще. И в Штаты. Оказывается, слушай, ну оказывается, что у нас вообще рост населения был, а у нас постоянно, к сожалению, у нас демографическая Ну, ситуация. знаешь, вот потому, что грузины действительно во всем мире, грузинские рестораны везде, по всему миру. То есть это видно, потому что где грузин, там грузинская кухня. Это совершенно очевидно, что, ну, конечно, какие просто, знаешь, слушаю и диву даюсь. Если политики настолько, извините, полоумные, что они путают единичку с 10, да, ну, без комментариев. Да. А зачем они это делают? Зачем? Это просто манипуляция А, такая? да, это, знаешь как, да, я прошу прощения, я скажу простым языком, отмазка. Мгм. Отмазка. Вот такая, мол, вот сам. Но, хочешь, я тебе скажу еще более подлую вещь. Конечно, хочу. Они говорят о том, вот эти, говорят о том, что у них, вот они, гуманитарная проблема, там вот миллион грузин там и так далее, да, вот грузины там, да. Грузины приезжают с Украины, с России в Грузию, грузины. Многие из них вообще выход беженцы из Абхазии и так называемой Южной Осетии. Они приезжают сюда, я не говорю, что там, чтобы им оказывали какую-то помощь. Нет. Они этого и не просят одного. Мы, грузины, у нас нет больше другой страны. Дайте нам гражданство, им не дают гражданство. А любой московит, который здесь за 500 тысяч купит недвижимость, он гражданство получит.
Это ж, ну, в общем, Да, извини. это не хорошо, скажем так. Да. Ну вот, Ну, что конечно, извини. сюрреалистические вещи ты рассказываешь, конечно. Нет, И ну я... Ты же мне Грузия веришь, что я страна ничего чудес. этого не придумал, к Смотри, сожалению. ну вот действительно, они вот так долго сидят на двух стульях, что эти стулья уже совсем расходятся. Вот как что может стать точкой, таким, знаешь, развилкой, ну Т-образным перекрестком уже, да, когда ты уперся в стену, и тебе надо либо туда, либо туда. И как они думают, что им вот с таким интеллектом удастся пропетлять там еще сколько-то лет или что? Ну, сколько пропетляешь, все наше называется. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, когда, во-первых, сидишь между двух стульев, над двумя ягодицами, когда стулья разъезжаются, мы знаем, что происходит с конкретным местом. А теперь, что касается, кто будет и как будет. Смотри, оставим в покое то, что общество недовольно, то, что оно выйдет на протесты, его зальют водой. Кстати, подожди, не удержусь, расскажу тебе, почему в Грузии невозможно подавить протест. Все очень просто. Начинают подавлять протест перечным газом, вот этим Ну, перцовым газом, да? ну. Вперед выходят мегрелы. Мегрелы, у них острая национальная кухня, им пофиг этот перец. Начинают потом поливать водой. Так, блин, батумцы, аджарцы выходят. У них постоянно дождь, им пофиг этот самый. Им пофиг эта вода. Включают такие звуки, знаешь, которые вот звуками эти самые. Слушай, ну, есть же мужья гурийских женщин, которые жены так их кричат, что по сравнению с этим все. Народ невозможно победить. Ну и наконец, когда идет драка, там сваты, триулы с удовольствием дерутся без всякого повода, а тут еще и повод есть. Правда, есть один момент, зачинцы постоянно приходят, но опаздывают уже на митинг. То есть они приходят, когда уже все разошлись. Но они самые быстрые в мире, поэтому. Так что вот так вот. Но оставим в покое то, что этот народ нельзя победить по этим причинам перечисленным. И это мы видели, кстати, в марте. Были плакаты: вы что, нас с Мегрелом хотите перцем напугать? Но, значит, смотри, на протяжении многих лет Южный Кавказ не был в приоритете у Соединенных Штатов. Не был в приоритете у НАТО. Ну, это Ну, после 8-го года, правильно я понимаю? нет, даже, ты знаешь, что вот Миша же ломился в это НАТО. Там был единственный человек, который его по-настоящему, по-взрослому поддерживал, это был Дик Чейни. Мгм. Кондолиза Райс была против вступления Грузии и Украины в НАТО. Это должны хорошо все знать. Это Ой. госсекретарь США. И поэтому она потом гадости писала в своей книге. Она была против. Фактически все были против. Мы ломились в закрытую дверь. Потом была эта перезагрузка, перегрузка, политика Обамы, это вообще без слез не заглянешь на этот Южный Кавказ. Потом был Трамп, то есть, ну, смотри, как говорил покойный Тенгиз Гудава, я не знаю, ты был знаком с ним или нет. Нет, на жаль, нет. Да. Он говорил, что сейчас, говорит, на Западе правит самое некомпетентное поколение белых людей со времен Римской империи. В принципе, к Так это сожалению. чистая правда. Вот и реально какое-то разжижение мозга. Ну, реально люди с умственной отсталостью, заторможенностью, с неспособностью к аналитике пришли к власти почти одновременно во всех странах, и в ключевых тоже. Ну и вот смотри, сейчас должна была произойти широкомасштабная такая страшная агрессия в Украине. Иран должен был быть приблизиться к ядерному оружию. Сейчас загорелся Пакистан. Вот сейчас загорелся там бои на улицах в Исламабаде. Сейчас в Израиле подгорает. Ну, там у них всегда подгорает, но периодически взрывается. Мы когда будем, эта передача, когда выйдет в эфир, уже будут известны более или менее результаты выборов в Турции. Более или менее, говорю, потому что, скорее Но, всего, там тоже будет но второй второй тур, тур. там очевидный второй тур, скорее всего. Там тоже Хотя, будет второй тур.
И вот понимаешь, в чем дело? Если мы посмотрим на географическую карту, то очень интересная ситуация получится. Вот там наверху Россия по карте, да, которая уперлась в Украину, и все. Внизу санкционный Иран, который уперся в Ирак, Сирию, в Турцию, но он сам подсанкционный, понимаешь? Он Мгм. сам зло, как и Россия. А между ними вот такой вот участок земли между Черным и Каспийским морем. Теперь понятно, что русские, если сейчас, я в это не верю абсолютно, но если мы допускаем теоретически, возможно, что русские сейчас хапанут Грузию, войсками нет, у них нет ресурсов, ну вот какими-то вот такими окольными путями, они закупоривают эту пробку. Грузия – это вход из Европы в Азию, единственный вход в обход Ирана и России. А выход – это Азербайджан. Ставка – Центральная Азия. И вот я сижу и думаю, интересно, США, Штаты, которые на протяжении стольких лет ну, вкладывались, это не то слово, потому что на самом-то деле, ты знаешь, сколько вот за все существование Грузии, включая помощь после войны, получила Грузия денег? Нет. 7 миллиардов за 30 с лишним лет. Для примера, Египет получает 10 миллиардов в год. Ну так, в легкую. Но так или иначе США вкладывались. США вкладывались не столько материальными, сколько людскими ресурсами. Они нам дали джавелины. Дали же. Тем бы у нас как не было, так нет, но джавелины нам дали. Ну, я тебе скажу так, вот ты смеешься, а джавелины, если бы у нас были бы в 2008 году джавелины, они бы в Цхинвале бы не зашли. Ну Мы да, бы, они же колоннами русские шли мы тоже. бы, мы бы их расхерачили бы на Транскаме. Мы, кстати, их расхерачили на Транскаме, но просто ну, не было ни поддержки, то есть воздух был их полностью. Мы же штабную колонну, мы же их расхерачили там. Генерала Хрулева ранили в задницу. Правда, в задницу? Ему осколок попал в задницу, ему там операцию тяжелую делали. Тяжелое ранение, оказывается, в задницу было. Но факт остается фактом. Были бы у нас джавелины, они бы не прошли бы. А у нас их не было. У нас не было ничего. У нас были старые украинские танки, очень старые, которые израильтяне кое-как модернизировали. И у нас были израильские беспилотники, которые разведчики. 3 штуки. Когда говорили, ну у нас была артиллерия данная, вот эти пушки, эти чешские. Вот ими мы и расхерачили эту колонну, и спецназом. Нам нечем было воевать особо. Когда говорят, что Грузия начала какую-то войну, ребят, так у вас не было вооружения, не было ничего. Когда в интернете я нашел на Ютубе фильм «Морской бой с крейсером Москва». 4 катера у нас было всего на вооружении. Катера, понимаешь, катера пограничной охраны. Какой бой с крейсером Москва? Катера Ну, пограничной охраны с крейсером Гела, воевали. но эти катера, может быть, уже подросли немножко, а вот крейсер Москва выглядит немножко хуже, чем тогда. Чуть-чуть. Да, он альтернативно всплыл. Он альтернативно всплыл. Так я к тому говорю, что так или иначе американцы сейчас верить в то, что американцы сейчас потеряют контроль над Евразией. Контроль над Евразией сегодня здесь. Потому что там дальше Ближний Восток и Иран. Не, можно, конечно, потерять Южный Кавказ и сделать революцию в Иране. Ну, это или переворот там. Но я думаю, что это немного сложнее сделать. Поэтому, ну, я достаточно оптимистично отношусь ко всему к этому. Другое дело, ты понимаешь, вот давай я буду откровенен, как они будут сохранять Грузию? Кто это будет? Я сегодня написал, что у нас не,
как бы у нас не кровавая, я надеюсь, но очень позорная власть. Самая позорная, которую мы знаем за последние годы в истории, в новейшей истории. Но я не исключаю, что она может стать и кровавой, цепляясь за власть. Ну смотри, потому как они себя ведут с Саакашвили, как угодно к нему, кто как угодно относится, вообще мне не интересно, да? Но просто это поведение не людей. Это президент США, который там одни правильные слова говорит на фоне статуи свободы, она может одним росчерком пера его отпустить в больницу или что-то сделать, хоть какой-то шаг сделать Нет, отпустить она навстречу. его не может, но она может не гуарами отпустить, и она этого не делает. Зурабишвили сейчас спасает свою, прости меня, опять-таки, за просторечие, задницу. Потому что ее привел к власти Бизина Иванишвили, ее посадил в кресло президента, буквально посадил Бизина Иванишвили. Она прекрасно видит, что эти зарабатывают деньги, но ей ничего не перепадает. Она, в общем-то, из французской элиты. Это человек, который, да, она во втором поколении эмигрант, то есть ее отец военным, военный, кстати, князь, который бежал из Грузии в 21 году, но факт остается фактом. Зурабишвили сделала очень большую дипломатическую карьеру во Франции. Она дошла до посла, она была на очень разных позициях. В Чаде она была первым секретарем посольства, говорят, посол сбежал, это она эвакуировала во время переворота персонал посольства. То есть и тут замазываться вот так вот замазываться в этом дерьме, она, конечно, не хочет. Поэтому она эти заявления делает. Ты что думаешь? Поэтому она критикует и так далее, потому что она ездит постоянно во Францию, она ездит постоянно в Штаты, у нее там много знакомых, и она прекрасно знает, она делает те заявления, то есть ее голосом говорит Запад. Она делает те заявления, о которых ей там говорят, что, Соломон, ты, пожалуйста, отстранись от этого всего, потому что когда будут делать бобо, чтобы у тебя было оправдание, что я тут ни при чем. Ну, примерно вот такая у нас Ну это, то ситуация. есть, фактически это ЗИЦ-президент такая, да, получается? Да, нет, так она и изначально вице-президент. Ты понимаешь, в чем дело? Даже по Конституции вице-президент. Потому что, значит, если в Британии король царствует, но не правит, то наш президент и не правит, и не царствует. Она может делать несколько вещей, которые она тоже не делает. Она может давать гражданство. И черт побери, я вот сейчас начал цикл передач у себя на канале о тех людях, грузинах, беженцах, которым не дают гражданство. Ну хорошо, эти сволочи, да, Минюст и так далее. Ты можешь дать гражданство? У тебя же это твое эксклюзивное право Но на президента. это нужно ровно 1 минуту, чтобы список прочитать и подписать. Ну, И 3 минуты. подписать, да. Она может помилование сделать. Она могла, да, она сейчас оправдывается, говорит, ну а что толку, я его, значит, помилование сделаю, амнистию, а все равно у него там вот это уголовное дело висит, и суд и так далее. Ты сделай. Ты сделай то, что у него суд и уголовное дело, это второй вопрос. Ты сделай, это политический акт. И есть, наконец, Ника Гварами, это телеканал в Товаре, которого посадили за то, что он на 3 года посадили. Внимание, неправильно оформил машину компании, своей компании, на свою жену. Это сюр какой-то, знаешь, Гел, вот я просто на нее смотрю, вот с виду приличная дама, да, на пусть символическом, но символичном посту, да, президент Грузии, дворец, там, доступ к телевидению, поездки за границу, и, значит, французский опыт там политический, ну, правда, про французскую элиту можно, мы все видим по Макрону, но Да, тем не менее, это да, тем не менее, вот, она могла бы просто быть человеком, она могла бы просто прийти, извините, в камеру к Саакашвили или в тюрьму и поговорить, спросить у него. Он же, ну, блин, я прошу прощения, да, но он бывший президент Грузии, она нынешняя. Он в тяжелом состоянии, она президент, да, хотя бы гуманитарный, хотя бы как Красный Крест она может работать? Нет. это не тот случай. Мрак просто, конечно. Это не тот случай, даже. К сожалению, не тот случай. Вот имеем то, что имеем.
дорогой Но, друг. но как ты думаешь, все-таки попытки обойти санкции... То есть у меня одна из версий была такая, что вот это смягчение, демонстративное смягчение позиции Грузии, открытое как такой пас, да, возможность летать туда-сюда, что это, ну, наверное, и сейчас кто-то в Грузии наживается на контрабанде в Россию, да, вот, что это Нет, будет смотри, более значит, есть, проще делать, нет? смотри, нет, проще, ну, еще проще, нет. Смотри, есть две разных вещи. Есть санкционные товары. Вот санкционные товары проходят через Грузию, не проходят через Грузию, вопрос. Но даже если проходят, смотри, и есть параллельный импорт. И как идет? Там схема хитрая. Там наш премьер разводил руками и говорил, ну что вы хотите, ну как же, вот 13% всего возрос оборот с Россией. Мгм. 13% это же куром насмех. Ну, это в пользу нищих, потому что я бы, конечно, был бы рад, если бы Грузия начала бы производить нечто такое, чтобы очень резко это понадобилось армянам, кыргызам и казахам. В 2 раза, в 2,5 раза возрос экспорт из Грузии в Армению, Казахстан и Кыргызстан. Ну, все понятно. То есть, фактически, это пособничество в террористической войне, это пособничество Путину. Вот, именно так. Я сегодня об этом написал, до этого я уже говорил, еще раз повторюсь. У Грузии с Россией может быть два режима отношений. Первое – это активное сопротивление агрессии, оккупации и полная, безусловная поддержка своего союзника Украины. Это первый режим. И второй режим – пособничество военным преступлениям и ползучей оккупации. В каком режиме сейчас находятся власти Грузии, я думаю, говорить не нужно. Всем и так ясно. Вот, все. Гела, ты упомянул, ну, в общем, все понятно, и мы эту тему раскрыли полностью. Спасибо тебе большое, потому что тут много чего писали, но я боюсь анализировать какие-то оценки давать без людей с той страны, где это происходит, а ты все разложил по полкам, даже спросить больше нечего. Поэтому я хочу немножко поговорить с тобой про Израиль. Вот сейчас идут обстрелы Израиля, да, погиб человек, раненые люди, да. Ракеты, которые летят в Израиль, они уже иного качества. То есть это не хасамы вот эти, ковалки железные, там, я не знаю, да, выстреленные непонятно из чего там, да, а это уже нормальные, ну, в кавычках, ракеты-убийцы, профессиональные, сирийские или еще какие-то. Но я не верю в какой-то научный гений Сирии. Вот, это все сделано либо в Иране, либо в России, либо, ну, либо по их лицензии там произведено, неважно, да. Вот, это все равно все вот оружие террористического мира. Оно летит и все чаще, все ближе и все дальше в Израиле. Израиль не очень большой, да, к сожалению. Вот, его так, в принципе, со всех сторон обложили, да. Вот когда-то когда Трамп был еще у власти, он перенес на 66 километров, как я шучу, там, может, не точно, посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Все хлопали в ладоши, ушами хлопали, значит, и говорили, какой Трамп великий союзник Израиля, как все здорово, замечательно, и как вот вообще Нетаньяху такой, значит, гений, значит, дружбы с Америкой. Потом, значит, Нетаньяху был гением дружбы с Россией, он по 8 раз в год ездил к Путину, ходил на бессмертные полки. Вот этот год почему-то пропустил. Ну, наверное, бессмертного полка просто не было. Вот, значит, и так далее, да. А результатом этой политики, скажем так, символической со стороны Трампа, а в это же время он убирал войска из Сирии и уменьшал влияние в Сирии, и совсем не символической политики в отношении Путина, благодаря вот умиротворению, значит, фюрера, пожалуйста, тебе в Сирии Хамас, не Хамас, это Хезболла сидит, да, там Хамас сидит, у них все лучшее оружие, все ближе Иран подползает с помощью России и так далее к Израилю, и все опаснее Израиля становится, и тот же опять Нетаньяху вернулся к власти, да. Вот как в реальности выглядит ситуация с безопасностью Израиля, и что Израилю это делать сейчас? Ну, обороняться понятно, но вот как стратегически как бы жить дальше в таком вот окружении, которое, ну, я считаю, это мое личное мнение, что руководство Израиля в свое время потворствовало тому, вот той позиции на доске, которую мы сейчас видим. Ты знаешь, я точно могу сказать, что я не эксперт по Израилю.
Я более или менее разбираюсь в Ближнем Востоке, но вот именно в Ну, Израиле-Палестинском. не Израиль внутри. Я не про внутри израильские вещи, а Что про Иран, про касается, угрозы, да. да, что касается остального, я могу сказать, что это просто оправдывает вторую поговорку о том, что у дьявола ложка всегда длиннее. Мгм. И вот это долгое время нежелание. Кстати, у меня, честно говоря, вот когда как раз ты говорил об этом, у меня возникла теория о том, что Путин в свое время подумал, что Гитлер-то проиграл не из-за того, что там была человеконенавистническая жуткая теория и так далее, да, потому что он был, ссорился с евреями. Вот если бы он не ссорился бы с евреями, он бы мог бы выиграть. И он Но решил это повторить. странно, потому что это краеугольный камень идеологии Гитлера уничтожение евреев. Поэтому, как бы, если был бы у бабушки, она бы дедушкой была, вот как есть такое стихотворение, Ну да. вот он решил повторить путь Гитлера, не ссорясь с евреями. Мгм. Не ссорясь. Но я скажу так, что, ну ты же понимаешь прекрасно ту ситуацию, которая сейчас сложилась там. Важнейшим союзником России и единственным, в общем-то, полноценным союзником России, а я именно говорю про союзничество, потому что оружие не союзникам не поставляет, Это точно, да. является Иран. Иран – это то государство, которое хочет уничтожить Израиль, просто уничтожить. То есть уже, скажем так, монархии, то Египет со времен Кэмп Дэвида, Палестина со времен Осло. В общем-то, взаимное признание есть. Там споры территориальные, там споры о независимости Палестины, но взаимное признание там существует. А вот Израиль хочет уничтожить Израиль. Ближайший союзник России хочет уничтожить Израиль. А они целый год смотрели на украинскую войну через свою какую-то странную оптику. Шахеды, которые сегодня летят на Киев и на другие города Украины, они ведь не просто так летят, они ведь еще и набирают опыт определенный, то есть определенную стат-базу. И эти шахеды могут следующее поколение шахедов с гораздо большей, скажем так, эффективностью могут поражать цели Да, уже. конечно, ты же помнишь, Гела, когда 16-й год или какой год, когда сдали Путину Сирию, и когда он обстреливал как раз с Каспийского моря, с который Каспийского моря ракетами по Алеппо, и он говорил, мы тренируемся. Ну неужели непонятно, вот израильское политическое руководство там или кто там, военные, ну посмотрите, просто открыть глаза, да, они тренируются, да, у Израиля главный враг остается не Украина, у Ирана. И главный враг остается не Украина, а Это Израиль, да. Украина. Да, но тут как бы такая, знаешь, такая очень сложная из трех шашек партия на доске, в принципе. Так оно и есть, в общем. Так оно и есть, и это тот факт, который, в общем-то, за которого не убирать. Но, опять-таки, понимаешь, в чем дело? Внутриполитические интересы, бабло, вот такой узкополитические интересы, бабло и так далее. Я, когда все это наблюдаю, я понимаю, что, в общем-то, история – это набор случайных достаточно событий. Но эти случайные события, они предопределены не ходом каким-то исторического процесса, или не какими-то историческими законами, а обычными человеческими пороками. Ты знаешь, это ты сказала вот эту фразу достаточно талантливую, да, что это набор случайных событий. Но я хочу добавить, что это набор случайных событий, которые почему-то все время повторяются. Вот все эти ошибки, А, умиротворение фюреров и так далее, да. а я могу объяснить, почему они повторяются. Объясни. Потому что пороки у человечества остаются все те же, у людей, у конкретных, у человека пороки остаются все те же. Мгм. Поэтому они и повторяются. Зло побеждает там, где ему дают побеждать. Это точно. Смотри, остается у нас с тобой где-то 5 минут времени. Я хотел бы, чтобы ты, ну, мне просто с тобой всегда так приятно разговаривать, потому что я, когда заканчиваю эфир, я всегда что-то себе перевариваю, то, что ты скажешь. Но, А, наверное, это и есть грузинская мудрость. Вот. Да ладно, какая уж то мудрость. Я только пытаюсь себе хоть какое-то подобие
бороды отрастит, но не это самое, не Гела, у выдерживает меня такая нагревания. же самая проблема. Ничего не растет в плане окладистой бороды. Не быть нам Не, у монархом. меня-то растет, я просто не выдерживаю. А, ты не И выдерживаешь, да? начинаю заболевать. Но Ну, дело не в этом. Я знаю, что если 2 минуты да, буквально, конечно, есть, да. значит, смотри, я редко, скажем так, пиарю, рекламирую свой YouTube-канал и передачи свои какие-то. Но одна передача, которую вот сейчас я начал цикл это делать, которую мне бы очень хотелось бы, чтобы вы посмотрели в Украине. Это передача о ребятах, которые воюют в грузинском регионе. Вот я записал моего близкого очень друга Коба Хабази. Нужно хорошо понимать, кто это человек. Это единственный политик в Грузии, единственный, который не просто поехал в Украину, много поехало и ездит, и там кто-то даже в форме территориальной обороны с автоматом ходил, кто-то воевал 2 недели. 2 недели. Действительно в боях был в Гастомеле, там в Буче, был в боях. Так вот, Коба приехал 1 марта, и он воюет до сегодняшнего дня. Ну, просто герой. Спасибо тебе. Это, Надо посмотреть обязательно. а теперь я тебе расскажу про этого человека, кто он. Это человек, который он на год старше меня, когда поступил в институт, он познакомился с сыном Мираба Кустава, это национальный герой Грузии, которого убили до обретения Грузии независимости, Гибня убила, потому что знали, что этот человек опасен очень для них. А это человек И вот формата, извини, формата Черновола, да, такой? ну, вот да, да, кстати, хороший, да, да, точно. И, значит, вступил в диссидентское движение 9 апреля. В 1989 году он снес 2 памятника Ленину в Кобулете и в Батуми. Причем в Батуми был огромный Ленин. Он сам Кобулецкий. Был огромный Ленин, и Коба занимался альпинизмом. И он залез на него и накинул петлю. Но, значит, голова сорвалась, а Ленин остался. Ему пришлось опять залезать. Он говорит, ты, говорит, не представляешь, как, говорит, мне было, вот, говорит, неохота лезть, но нужно было. Залез опять. В общем, Ленина содрали. Это человек, который, когда началась гражданская война, он сказал, я не хочу участвовать в том событии, где грузины стреляют в Грузию. И меня спровоцировало. И уехал и занялся пасекой. Это человек, который был в оппозиции Аслану Абашидзе и человек, который начал революцию Роса. Это мало кто знает об этом. Слушай, познакомь меня, ты меня так заинтересовал, и я сам с ним хочу познакомиться и Да, прислушаться. запросто. С чего Ну, началась революция Роса, знаешь? Революция Роса началась с того, что в Батуми, когда была демонстрация националов, там было священное место, там, где Аслан Абашидзе была резиденция, нельзя было с той стороны даже проходить, мгм. переходить на ту сторону, на другую сторону улицы. И Коба заставил ребят, пойдемте пройдем так. Что, говорит, ты представляешь, что с нами сделают? Пошли. Он попал в реанимацию, его еле-еле спасли. После этого рейтинги националов взлетели. Впервые националы стали на первом месте, и рейтинги националов взлетели. Это человек, который делал революцию Росваджарии. В общем, депутат 2 созывов и так далее. И сегодня он мне говорит, слушай, говорит, я честно тебе скажу, я его не записывал, мне было неудобно, думаю, может быть нельзя, они же воюют. Там. В Бахмуте они были, их недавно вывели из-под Бахмута. Он говорит, ты знаешь, что, говорит, лучше всего, что я делал в этой жизни, это вот я стал артиллеристом-минометчиком. Вот это, говорит, самая лучшая моя специальность. Ну, С ним вместе у меня в свободной зоне там организации был парень мажор, ну, прости меня, Ника. Знаешь, вот, тбилисская золотая молодежь. Художник, который рисовал муралы, и вот заказы делали муралы на стенах огромные в Тбилиси, разрисован им. мгм. То есть, ну, он политикой всегда интересовался, был в свободной зоне, но, знаешь, любимец девушек, вот такое что-то, да, из элитной семьи. Воюет, с 1 марта воюет. Вот такие люди воюют.
Спасибо тебе, что ты нас знакомишь с людьми, которые настолько скромные, что они сами про себя не, значит, сами про себя не расскажут, герои. Это правда, надо про них рассказывать. Они, конечно, герои украинские и Грузии. Просто Грузия в свое время отдаст им должное, я уверен в этом. И я думаю, что это произойдет довольно скоро. И как сообщающиеся сосуды, как ты сказал, это действительно все связано и завязано на Украине, происходит в Украине. И про грузинский народ хочу сказать одно. Народ, который придумал хинкали, не может быть не мудрым априори. Слушай, ну приезжай. Не дразнись. Вот, тут есть такие хинкали хорошие в Киеве. Я знаю, что тут там есть хинкали, но хинкали есть здесь. Хинкали здесь, а тут хинкали. Я же не говорю, что здесь борщ есть. Хотя моя бабушка украинская готовила такой борщ, который я никогда в жизни потом не ел. Но Смотри, как бабушка я не сделаю, но я тебе обещаю свой борщ. Я варю борщ из голяшки говяжьей. Это очень прекрасно, я тебе скажу. Вот я тебе пообещал. Давай приезжай. Спасибо, що знайшов время сейчас. спасибо. Дякую всім нашим глядачам. Дивіться АТР далі.